В детстве, наверное, просто игрушка, а сейчас во взрослом возрасте уже воспоминания, особенно если это старинная игрушка, не современная. Вот. А для детей, с которыми я сюда пришла, это просто что-то яркое, красивое. Ну и, естественно, это уже значит, раз есть такие выставки, что значит праздник Новый год совсем скоро. Для них это праздник. Да как и у всех, наверное, это просто память о семье, о том, как с родителями ты наряжаешь елку. Особенно если тебе повезет на такой выставке встретить игрушки, те, которые были и у тебя тоже. Вот эти вот сосульки такого рода, вот такие вот мишки, вот такие вот шишечки. Угу. Они, наверное, были у всех. Ну, естественно, вот такие бусы. У нас были вот такие бусы на елке. Сейчас, к сожалению, от них остались одни обломки. Ну да. Поэтому вдвойне приятно на это посмотреть. Понятно. Потому что в детстве я тоже собирала вот такие открытки. Мне больше всего понравились, конечно, игрушки моего детства. Потому что, когда я была ребенком, мама доставала большую картонную коробку, накрытую крышкой, тоже от старых игрушек с советскими иллюстрациями. Открывала эту крышку с советской иллюстрацией и разворачивала каждую игрушку из бумаги, такой вот оберточной, как сейчас говорят, крафт-бумага, разворачивала ее, про каждую игрушку рассказывала историю. Привлекло, интересна вообще история елочной игрушки. Здесь как раз представлены образцы советской эпохи. Очень приятные воспоминания детства, вот такие теплые. Я думаю, что на елочке около 100 экземпляров новогодних игрушек, а добывали мы их просто. Каждый из нас из дома приносил игрушки. Такие 60-е годы прошлого века, это и овощи, и фрукты. Судя по прищепке, это 60-е годы. Игрушка, которая создана во времена космической гонки СССР. Вот она, да? Она уже потеряла свой первозданный вид, но она, тем не менее, не стала для нас менее ценной.